Жители дома микрорайона Ильинка, дом номер 3/1, вот он, жалуются на перебои с подачей холодной воды. И поскольку в доме установлены индивидуальные котлы отопления у каждого, при отключении воды эти котлы тоже перестают работать, соответственно, отключается отопление, и дом начинает замерзать. И жители жалуются, что управляющая компания устраивает им футбол, приходится обращаться в единую диспетчерскую службу. Тем не менее, должных мер не принимается. Вот мы видим машину управляющей компании. Управляющая компания «Династия», УК «Северная». Проходите. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы пытаемся сейчас отогревать. Вот там вот уже. Вот здесь вот дом вот только-только. А где у вас котел? Котел. Там вот снизу датчик у него в одно деление осталось. Его нужно постоянно подпитывать водой. Но так как воды все время нет, то и котел, естественно, останавливается. Температуру фиксировали в квартире? Нет, не фиксировали, конечно, нам не до этого было. Ну, вчера пар шел изо рта. Пар был изо рта? Да, конечно, я тут пока сидела, ждала с 6 часов вечера, и вот только до 12 часам отогрели. Это получается у вас какой день продолжается вся эта свистопляска? Ну, это где-то больше 3 дней, около недели, наверное, уже. И все не могут наладить вам воду? Наименьшими, так сказать, где-то поначалу еще такой ситуации, очень такой напряженной не было, она все развивается, эта ситуация, и вот уже дошло до предела. А причину-то объясняет, что с водой-то, почему она перемерзает? Ну, перемерзает вода, на улице холодно, вот и все. Никаких причин они больше То есть не труба знают. перемерзает? Труба перемерзает, не будет дом. Так. То есть управляющая компания вчера отказалась разогревать нам квартиру, когда была остановка воды, и у нас встал котел. Они нам воду в дом, как бы вот из трубы потекла вода. Они считают, что этого достаточно, а все остальное это не наши проблемы, они сказали. Что хотите с этим, то и делайте. Прям так прямым текстом сказали? Да, он сказал, у меня слишком много заявок, вызывайте кого-нибудь. Я говорю, ну вы обязаны нам это в нормальном состоянии поддерживать жилье. Он сказал, нет, вот мы вам, вот у вас была заявка на отсутствие холодной воды, вот у вас холодная вода появилась, все остальное нас вообще не волнует. А в единой диспетчерской что говорили вам? В единой диспетчерской они сказали, что они обязаны были всю квартиру отогреть. То есть Управляющая компания обязана была? обязана управляющая компания. Диспетчерская служба мне как раз посоветовала обращаться, не ждать, пока управляющая компания сама разрешит этот вопрос, потому что он не разрешается в течение уже многих дней, а обращаться куда-то еще. То есть я пожаловалась в прокуратуру, вот написали вам письмо. А какие-нибудь расходы понесли в связи с этим уже? Да, конечно, 20 тысяч заплатили за разогрев вчера. За разогрев? За 20 тысяч? разогрев квартиры вот этого вот всего отопления 20 тысяч не заплатили. То есть вы к частнику обратились и 20 тысяч вас сделали? Ничего себе. А сейчас кто работает у вас? Не знаю, это вы сами. Сейчас вот замерили тепловизором 7 градусов. 7 градусов в квартире? Ну вот даже 7 градусов. Кошмар. Ну, здесь же как бы живет пожилая женщина, да, которая сейчас мы вынуждены были ее отсюда забрать, нашу маму, потому что она болеет. За ней нужен постоянный уход, она находится сейчас у нас в другом месте. И люди говорят, ну надо, чтобы здесь кто-то жил, но мы не можем жить сразу в 2 домах, да, потому что за ней надо там ухаживать. Даже, а если бы она здесь жила сейчас одна, что бы было с ней? Мы каждый день Мы каждый приезжаем. день сюда приезжаем, и каждый день какой-то сюрприз. Просто невозможно как-то уже, надо что-то делать, потому что не только мы, но и все соседи от этого страдают. На 2-й этаж вода тоже поднимается, течет тонкой струйкой. Вот у нас есть группа WhatsApp, и соседи все жалуются на то, что вот такие проблемы. То канализация перелезает, то воды нет во всем доме, да. И это каждый день случается. Ну, а у вас, получается, не первый год такие ситуации возникают, да? Да, не первый год уже. И все не могут никак наладить это все. Да, управляющие компании меняются, а ситуация никак не разрешается. Может, что-то можно кардинально сделать на вводе в дом, там, не знаю, там, поставить какие-то утеплить каким-то образом. Почему на каждый день перемерзает. каждую ночь они вот утром дают заявку, что нет воды, они к вечеру как-то ее эту воду запускают, и утром она опять перемерзает. Я не знаю почему, может они не утепляют, или там, не знаю, какой-то спутник горячей воды туда продвинуть или провести. Так, ну давайте тогда пообщаемся с соседями вашими тоже. Вода вообще оранжевая. Давай. Здравствуйте. Что у вас случилось? В смысле?
То же самое, что и вчера. Меня и максимум $1 Это, Это вот супругич тот компании. самый, который вчера мне отказался разогревать дом. Вот он вчера вам сказал, что это вы сами Он должны. сказал, что он нам ничего не должен. Мгм. Вот такой сервис получается. Да? Здравствуйте. 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 А вы из какой квартиры будете? Я из второго этажа, 9. 9. У вас тоже так же ничего не То же работает? самое, конечно, уже третий раз уже. Что-нибудь перемерзло? У нас нет, у нас этой воды нет. Мгм. Не перемерзла, да. Ну, получается, а как эту ночь провели? Ну, провели. Ну, вода вроде была до 3 часов, по-моему, А и потом в утром. помещении насколько было холодно? Ну, у нас не холодно. У нас пока работает котел, да? Мгм. Но воды нет. Воды нет, да? Да, А батареи как? Теплые? Да, батарея у нас теплая, у нас все в порядке. Ну, это первый этаж, поэтому нет. У вас холоднее здесь, да? Да, тут же сразу прихватывает все внизу. Понизу. Может быть, там внизу не утеплено, то есть это никому из управляющей компании ничего не надо. Мгм. Да. Но у нас, да, на втором этаже нормально. А здесь сколько квартир в доме? 24. 24 квартиры. И всех воды нет, получается, с отоплением? Ну, весь дом. Нет, а отопление? Все дома. Ну, отопление, я не знаю, вот у нас есть отопление. У нас котел. У вас по и котельной, да? нормально, да, работает, ага. Мгм. В прошлом году, насколько я знаю, вот эта квартира вот напротив нас, которая, она вообще вымерзала, да? Да, У она них там вообще вода вообще, хлестала, да, потом ее хлестала. отрезали от водоснабжения каким-то образом, то есть она была полностью переморожена. Да. То есть там батареи полопались? Да. Ну, 5 лет тому назад то же самое было у нас. Такая же картина. Это в феврале месяце было. 3 суток без воды, без ничего, все жили. А и света у нас тоже не было. Света тоже нет. Мгм. Ну, вот и повторяется. И, Потому что и вот ничего это- исправить не могут, получается? Нет, ничего нет. Ну, теперь тем более это новая это УК, управляющая компания, да, и она у нас собрала как бы то же самое. Мгм. Повторяется. Если они не поменяют вот эти трубы, да, ржавые, но в следующем году тоже так будет. Мгм, ясно. Наверное, большой машина же грели, паровальник. Нет, тут паровая не нужна. А потом вы это после отогрева вы их утепляете или нет? Сейчас будем кабель менять. Что меняете? Как Кабель, вы кабель, делаете? кабель. А в будущем будут у нас ремонты весной, начиная трубы? Как? Ну, конечно, там все гнилое. Хотя бы спутники ставить, Всё ничего. гнилое, всё заржавевшее. Тоже сколько можно? 40 стукнет сразу.